Здравствуйте, эфир НТРК Ингушетия продолжает новости 24 и в начале коротко о главном. Перинатальный центр должен быть построен в срок. Юнусбек Евкуров проверил ход строительства медицинского объекта. И вновь ГИА. Девятиклассники сегодня сдавали экзамен по русскому языку. Единственный вид падения, после которого испытываешь только гордость. В Ингушетии проходят международные соревнования по парашютному спорту. На выездном совещании под руководством главы Ингушетии Юнусбека Евкурова обсуждался вопрос соблюдения сроков строительства перинатального центра в районе Абигу. Руководитель субъекта заслушал отчет о темпах возведения медицинского учреждения. Речь, в частности, шла об отставании от утвержденного графика строительства и о мерах, предпринимаемых для его сокращения. Юнусбек Евкуров выслушал предложения участников совещания, после чего подчеркнул, что сейчас все ответственные лица должны приложить максимум усилий для устранения данной проблемы. Отметим, что перинатальный центр рассчитан на 130 коек. Здание уже возведено, в настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, устройство сети инженерно-технического обеспечения и благоустройство прилегающей территории. В Ингушетии прошел Всероссийский научно-практический конгресс по челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. В работе форума приняли участие ведущие специалисты в области стоматологии, представители высших школ медицинского образования, в том числе Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, главврачи и руководители стоматологических государственных и частных медицинских организаций и клиник. На этом конгрессе, признанном важным событием в жизни медицинского стоматологического сообщества, выступил и глава республики. Муслим Ганиев продолжит. В актовом зале Артисплазы собрались специалисты челюстно-лицевой хирургии и стоматологии со всех субъектов России. Цель конгресса – передать опыт проведения хирургических операций. Юнусбек Евкуров в своем выступлении выразил надежду, что работа форума будет полезной и познавательной. Глава отметил, что сфера здравоохранения в Ингушетии считается одной из приоритетных, и поэтому в регионе делается все возможное, чтобы каждый гражданин имел доступ к качественным медицинским услугам. А качество, считает он, напрямую зависит от квалификации врачей. В республике проводятся довольно серьезные мероприятия по наращиванию потенциала как объектов, так и потенциала и профессионального по линии здравоохранения. Мы и в прошлом, и позапрошлом году, и в этом году сдали ряд ключевых лечебных учреждений, которых никогда в республике не было. Мы в этом году сдаем перинатальный центр, сдаем детскую больницу, она первая детская больница вообще в республике, с учетом такой рождаемости и всего остального. Мы только в прошлом году сдали детскую поликлинику, которая тоже была в таком приспособленном помещении. Ряд направлений сельских амбулаторий, ну и другие. Но самое главное, что мы наращиваем потенциал вот таких узких направлений, как та тема, которую вы сегодня, вчера, сегодня и завтра будете обсуждать здесь. И мне приятно, что мы с каждым годом видим рост наших специалистов и видим отзывы населения. Несмотря на то, что многое сделано, вопрос оказания качественной медицинской помощи и создания условий для врачей все еще не решен. Глава отметил, что руководство республики и дальше будет наращивать усилия, направленные на сбережение здоровья населения. Многое сделано, но впереди еще масса новых дел. Мы у себя проводим с помощью ФСО, в том числе, социологические опросы ежеквартально и даем оценку ведомствам. Я вам скажу, что по линии Министерства здравоохранения с каждым опросом шкала недовольства становится все ниже и ниже. Мы после этих опросов делаем довольно серьезные разборы, в том числе опираясь на муниципальное образование, и на порядок лучше, как вопрос по качеству обслуживания, лечения, так и по отношению докторов или персонала к пациентам. Это очень важно, и здесь мне хочется сказать в первую очередь нашим врачам и министру большое спасибо за то, что они все-таки эту работу хорошо проводят. Бесспорно, Алексей Юрьевич, вам огромное спасибо, вашему коллективу, вашим коллегам
Мы не только здесь сегодня собрались здесь на Конгрессе, вообще постоянно взаимодействуем. После окончания работы Конгресса глава республики предложил всем гостям обязательно побывать в горной Ингушетии и увидеть своими глазами, что Жиравский район, по его мнению, самое красивое место на всем Кавказе. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. Сегодня девятиклассники вспоминали правила пунктуации и орфографии. В лицее Магаса прошел основной госэкзамен по русскому языку. О мерах, принятых для чистоты результатов экзамена и как готовились девятиклассники к сдаче ГИА, расскажет Мария Мистоева. Уже с 8 часов утра двор Магасовского лицея заполнен учениками республиканских школ. Все они сегодня сдают экзамен по русскому языку. Процедура проведения ГИА максимально приближена к той, что применяется при сдаче ЕГЭ. Если кто-то из ребят очень волнуется, другие уверены в своих знаниях. Волнений сильных, конечно, нет, но все-таки есть что такое ощущение. И, конечно, готовилась очень сильно, повторяла очень много. Волнений немного, но все-таки готовность есть. Сила духа. Недаром я училась 9 лет. Сегодня я покажу все, что знаю, и я надеюсь, что там хорошо. А вот целеустремленный Алисхан Гуражев активно готовился к этим экзаменам весь учебный год. И теперь надеется только на хорошую оценку. Я не волнуюсь, чего волноваться. Я готовился год, ходил на дополнительные занятия, оставался в школе на каждом уроке. Уверен, что сдашь? Уверен, 100%. Ну а на какие баллы ты рассчитываешь примерно? 4. Болеют сегодня за ребят не только их родители, но и педагоги, которые на протяжении 9 лет самоотверженно делились знаниями с учениками. Маргарита Сагова преподает русский язык уже много лет, но каждый экзамен своих воспитанников воспринимает как первый. Вы знаете, была разработана специальная система подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. У нас в течение всего года, с сентября месяца, велись дополнительные занятия. Детей стабильно готовили и по русскому, и по математике. Дети посещали дополнительные занятия с удовольствием. И вы знаете, их ответственность, она просто поражает. Так же, как и на ЕГЭ, школьникам необходимо пройти через металлоискатель, так что пронести в аудиторию телефон или другой гаджет у экзаменуемых не получится. Правда, если кому-то это все-таки удастся, то хитреца будет ждать разочарования. По всему периметру школы расположены специальные глушители, как мобильной сети, так и интернета. На пункте сдачи итоговой госаттестации работают те же члены ГЭК. По списку заявлено 303 участника. Сдают они сегодня русский язык. Пункт подготовлен хорошо, у нас нет никаких претензий. Меры безопасности приняты. Ну вот все расселись по аудиториям. С собой у девятиклассников только чистый лист бумаги и ручка. Школьникам остается полагаться только на свои знания. Ребятам предстоит решить тестовую часть и написать изложение. Причем бланки здесь такие же, как и на ЕГЭ. На выполнение всех заданий экзаменуемым дается 3,5 часа. Главное справиться с волнением и собраться с мыслями. Волнение есть, конечно. Готовилась, дополнительно ходила, занималась. Сейчас нервничаю. Сейчас нервничаю. Русский язык – один из обязательных предметов. Всего государственную итоговую аттестацию по математике и русскому языку пройдут несколько тысяч девятиклассников по всей Ингушетии. Мария Мистоева, Аслан Героев, Новости 24. Шагнули в небо. В Ингушетии проходят международные соревнования на точность приземления по парашютному спорту. В них принимают участие помимо российских парашютистов и зарубежные спортсмены из Хорватии, Боснии и Герцеговины и Черногории. Соревнования проходят в республике уже в 5-й раз. О втором соревновательном дне расскажет Зарема Евлоева. 1, 2, 3, 4, 5. Если парашютистов в небе больше, чем птиц, значит соревнования в самом разгаре. Этот международный турнир проходит в Ингушетии в 5-й раз и посвящен дню рождения нашей республики. Любоваться именинницей с высоты птичьего полета в эти дни будут более 30 профессиональных спортсменов. Абсолютные чемпионы мира по парашютному спорту как из России, так и из 5 иностранных государств. Стафанов, город Рязань, мастер спорта. На его счету более 10 тысяч прыжков с парашютом. Но сколько бы тысяч прыжков не было за спиной спортсмена, каждый раз парашютисту помимо хорошей погоды и физической подготовленности необходима большая удача и, конечно, правильно собранный парашют. Процесс раскрытия где-то занимает секунду-две, то есть есть несколько способов укладки, допустим, есть
В зависимости от скорости падения парашютиста, парашют можно уложить, завернуть поплотнее. Если, допустим, прыжок с малой высоты производится, допустим, или малая задержка, скорость при падении небольшая, то он, наоборот, укладывается так, то есть там, допустим, есть моменты, чтобы он открылся побыстрее. Есть, наоборот, чтобы он открывался подольше, чтобы не было сильного динамического удара. За своим парашютом каждый ухаживает как всадник за скакуном. Кстати, современные изобретатели парашюта позаботились о том, чтобы в критической ситуации, когда по каким-то причинам спортсмен не сможет раскрыть парашют, система сама автоматически его раскроет, благодаря страхующему прибору. Если скорость падения до определенной высоты не поменялась, то есть парашютист находится без сознания, вот этот приборчик сам автоматически откроет парашют. Так что, в принципе, все безопасно. Занимайтесь парашютным спортом. Ждем вас в наших рядах. А пока в рядах и на уровне с прославленными покорителями неба выступает и первая ингушская команда по парашютному спорту. Ребята горды, что могут принимать на своей земле тех, на кого они равняются. И для нас большой опыт. Мы с ними наравне прыгаем, пытаемся конкурировать. И вообще обычное даже общение с ними – это для нас большой опыт, так как они за нами наблюдают и нам дают много отдельных советов, подсказок и так далее. А тем временем самолет сбрасывает очередную порцию адреналина для зрителей. Каждый парашютист в рамках двухдневных соревнований должен совершить по 8 прыжков на точность приземления. Цель – попасть в центр синего квадрата, где установлен специальный датчик, который считывает, на сколько сантиметров промахнулся парашютист. Через пару секунд умная система выводит штрафные сантиметры на табло. Сумма прыжков суммируется, и по окончанию всех прыжков будет определена самая минимальная сумма, и тот будет являться победителем наших международных соревнований 2016 года. Женщин на этих соревнованиях слабым полом точно не назовешь. Москвичка Ольга Заварюгина прыгает с 15 лет. На ее счету более 5000 прыжков. Ольга, добрый день. Как дела ваши? Как полет? Следующей спортсменкой Погода немножко своеобразная. Елена Локтионова, заслуженный мастер То поднимается ветер, то вдруг стихает, завихрение, турбулентность. Ландшафта не позволяет ровно, красиво, грамотно зайти технично, поэтому приходится бороться, но это наша профессия. Через борьбу, через тернии к звездам. Лучшие из лучших станут известны сразу после завершения второго этапа международных соревнований. А уже завтра парашютисты попрощаются с нашей республикой, возможно, до следующего года. С удовольствием хотел бы поздравить и поздравляю всех жителей республики. Желаю процветания, побольше хороших спортсменов. Ну и всего самого лучшего, хорошего. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Основные торжества 4 июня в День Республики развернутся на площади Алании и в Башне Согласия. На площади перед администрацией главы Ингушетии под открытым небом пройдет шахматный турнир, в котором смогут принять участие все желающие. Там же профессиональные музыканты республики исполнят для гостей праздника старинные ингушские народные мелодии. На площади Алании в этот день пройдет праздничный концерт с участием звезд эстрады СКФО. Происходящее на сцене и вокруг нее будет проецироваться на большой светодиодный экран, а наш канал обеспечит прямую трансляцию концерта. Здесь же, на площади Алании, разместится мастерская, в которой известные художники покажут жителям республики мастер-классы. Рядом развернется ярмарка народных промыслов. Украсит праздник яркое выступление канатоходца-виртуоза. Состоится трюковое шоу. В это же время в Башне Согласия на первых этажах будет работать и дизайнерская выставка ингушского национального костюма. Один из ключевых моментов праздничных мероприятий ко Дню Республики – торжественная церемония поднятия государственного флага Ингушетии над Башней Согласия. А ярким завершением торжеств станет праздничный салют. Начнутся народные гуляния в столице в 17:00. В связи с этим в местах проведения праздничных мероприятий сотрудниками правопорядка будут предприняты меры повышенной безопасности. Правоохранительные органы призывают жителей и гостей республики проявить бдительность. Органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. За счет этого усиления мы усилили наряды на общественных местах, усилили наряды несущих службу на стационарных постах. У нас особое главное мероприятие республиканского значения будет проводиться 4 числа в городе Магаз и 12 числа по всей территории Республики Ингушетия. В этой связи разработаны соответствующие расчеты сил и средств, реализуется комплекс мер, связанных с ограничением движения транспорта, с организацией досмотровых проверочных мероприятий, с наращиванием сил и средств в тех местах, где они будут проводиться. Особое внимание жителей нашей республики хотел бы обратить на необходимость соблюдения бдительности.
мы обладаем информацией о возможных попытках совершения противоправных действий, в связи с чем прошу вас при выявлении или установлении любых обстоятельств, которые могут представлять интерес, будь то сумка, которая находится в том или ином общественном месте, пакет, иной предмет, вызывающий подозрение. Не трогать эти предметы, не пытаться принимать каких-то самостоятельных действий, а незамедлительно сообщать территориальные органы с тем, чтобы мы могли отработать. Кроме этого, хочу обратить внимание на, возможно, длительное время стоящее в том или ином районе транспортным средством с присмотром, на увиденные вами подозрительных лиц, которые проживают в том или ином месте. Мы просим вас своевременно информировать правоохранительные органы. По каждому вашему звонку, по каждому вашему сообщению будут приняты исчерпывающие меры по проверке данного сообщения. Помните, что одним звонком вы можете предотвратить гибель ни в чем не повинных людей, в числе которых могут оказаться и ваши родственники. Значит, праздничные дни наряду с иными мероприятиями будут реализованы меры по ограничению движения транспортных средств. Это места проведения праздничного мероприятия. В частности, в городе Магаз это будет перекрыта поддержка центральной площади Алания. Я прошу жителей республики заранее выбирать места объезда. Кроме этого, будет ограничена парковка транспорта вблизи мест проведения массовых мероприятий. Обращаюсь к вам с пожеланием максимально оставить транспортные средства дома, с тем, чтобы у нас и так загрузочная парковочные площадки незначительные, чтобы не создавать дополнительные трудности и себе, и другим гражданам. Значит, в местах проведения праздничных мероприятий будет организовано досмотровое мероприятие с использованием технических средств досмотра. Значит, здесь стандартная схема: лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, вызывающие подозрения, имеющие при себе колющие, режущие предметы, травматическое или иное оружие, в места проведения праздничных мероприятий допускаться не будет. Просим заранее оставлять все эти предметы дома, чтобы у вас не было лишних эксцессов. Особое внимание обращаю жителей нашей республики на недопустимость оказания противодействия сотрудникам полиции, несущим службу по охране общественного порядка. Это все, что мы хотели вам рассказать. В 19:00 смотрите ингушский выпуск новостей с Фатимой Гагиевой. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.